Это телеканал Якутия-24. Прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Добрый вечер. Смотрите сегодня в программе. Национальный праздник встречи лета. Якутяне повсеместно начали отмечать ИСЭХ. Сюжеты из районов. Сантехника и отопление в Якутском коммунально-строительном техникуме проходит демоэкзамен по стандартам WorldSkills. Какие испытания должны пройти выпускники? Борьба против стихии. В Мирнинском районе продолжают тушить лесные пожары. Какова ситуация там на сегодня и обстановка по республике в целом? Приятное с полезным. В Ленском районе работает проект трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Охвачено более 100 подростков, чем они заняты. Встреча восхода солнца в Алданском районе. Жители отметили Эвенкийский Новый год. Детали традиционного обряда. Женщины долины Туймада-2018 в столице организовали фестиваль Женсовета. Собрались более 300 участниц. Владимир Путин поручил не затягивать с предоставлением помощи пострадавшим от весеннего наводнения. Президент на встрече с Кабинетом министров сказал, что лишняя бюрократия ни к чему, людям нужно помогать. Как в ответ заявил глава МЧС Евгений Зиничев, средства из резервного фонда правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 миллионов рублей. На это Владимир Путин попросил министра финансов страны прокомментировать ситуацию. В свою очередь Антон Силуанов заверил, что деньги выделяются по мере утверждения списков пострадавших, которые готовит регион и проверяет МЧС. Путин попросил Силуанова не затягивать этот процесс. Новый земснаряд для рек Ленского бассейна спущен на воду в Нижегородской области на верфи компании «Судостроительно-судоремонтная корпорация». После завершения постройки и оснащения в сентябре этого года земснаряд будет передан администрации Ленского бассейна внутренних водных путей для работы на участках арктических рек. Его производительность 1000 кубометров в час. Он предназначен для разработки песчано-гравелистых грунтов, также может быть использован для углубления дна рек на различных объектах прокладки каналов, намыва территории под жилищное и промышленное строительство. В Якутии не стихают лесные пожары. Тайга горит сразу в нескольких районах. Жаркая и сухая погода лишь усугубляет ситуацию. В Мирнинском районе огонь даже угрожал поселку Светлый. Какова обстановка с лесными пожарами по республике в целом и Мирнинском районе в частности? Подробнее в сюжете коллег. Якутия на первом месте по количеству лесных пожаров на Дальнем Востоке. Сегодня в республике горят леса в Нюрбинском, Татинском, Мирнинском, Ленском и Вилюйском районах. Особый противопожарный режим установлен в 14 муниципальных образованиях. Режим чрезвычайной ситуации действует в Нюрбе и Тате. Площадь пожара составила 3250 га. Из них 250 га лесная. Угроза в населенных пунктах Боробул, Харбалах, Атаккёль отсутствует. Силы и средства работают на карауливание пожара. С огнем борются 314 человек. Из них 179 работников авиалесоохраны, 43 службы наземной охраны лесов, 88 из числа местного населения, а также 30 сотрудников МЧС. Задействована наземная техника и авиация. 18 июня 2018 года обнаружен еще один лесной пожар вблизи поселка Аралах, в 5 километрах. На данный лесной пожар тоже 18 июня переброшены силы и средства, и ведется работа по его ликвидации. Угрозы населенного пункта нет. Второй пожар зафиксирован в районе поселка Светлый. Здесь стихия охватила уже 850 гектар. В Мирнинском лесничестве сообщают, очаг удалось потушить, а также добавляют, угрозы населенному пункту нет. Ксения Исламова, Анастасия Бахирева, Павел Пшенников, телеканал «Алмазный край». Число заболевших сальмонеллезом после школьного банкета в селе Хоро Верхневилюйского района выросло до 41 человека. Как отметили в Роспотребнадзоре, 28 из них выявлены активно. Все больные госпитализированы, состояние стабильное, удовлетворительное. Лечение получают в полном объеме.
Отобраны и исследуются все пробы. Отметим, что ранее сообщалось о кишечной инфекции у 24 жителей, которые попали в больницу после школьного банкета. Следователи возбудили уголовное дело. С 25 июня по 9 июля в каждом регионе России будет работать горячая телефонная линия по эпидемиологической ситуации за рубежом. Как сообщает Роспотребнадзор, в рамках работы горячей линии специалисты ответят не только на вопросы о том, в каких странах в летний период каких инфекций стоит опасаться, но и дадут консультации о правах потребителей при получении туристических услуг. Также можно будет получить информацию о том, какие правила надо соблюдать на отдыхе, чтобы не провести отпуск на больничной койке. Телефоны горячих линий в каждом регионе будут свои. Узнать конкретный номер можно на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. В Нерюнгринском районе с 3 по 25 июля пройдет отключение горячего водоснабжения. Филиал Нерюнгринской ГРЭС извещает своих абонентов, что от горячей воды будут отключены потребители города Нерюнгри, поселков Серебряный Бор и Беркакит. Это связано с проведением летних ремонтных работ на магистральных тепловых сетях и оборудовании Нерюнгринской ГРЭС. В период проведения гидравлических испытаний, это 3 и 4 июля, во избежание ЧС категорически запрещается находиться в зоне прокладки теплосетей, спускаться в тепловые камеры и колодцы. В данный момент подрядная организация АО «НЭР» звено выполняет работы по устранению свища на подающем трубопроводе беркакитских магистральных тепловых сетей. И дальше они перейдут на следующий участок, который находится в районе насосной станции номер 1 города Нерюнгри. И дальше согласно графику по устранению свищей. Расширить субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Такую возможность рассматривает Минтранс России. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Напомним, билеты по специальному тарифу, составляющему 50% от средней цены, могут приобрести пенсионеры, молодежь до 23 лет, а также инвалиды и сопровождающие их лица. Программа действует с 1 апреля до 31 октября по 50 направлениям с Дальнего Востока в Центральную Россию и в пределах Дальнего Востока, в том числе и в город Якутск. Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с депутатами Госдумы, представителями администрации президента и партии «Единая Россия» предложения по изменению пенсионного законодательства. Кроме того, на встрече поднимались вопросы занятости, трудоустройства молодежи и гарантии работы старшему поколению. Ранее Комитет Госдумы по труду и соцполитике пообещал рассмотреть изменения в пенсионное законодательство после обсуждения их в регионах в течение месяца. Напомним, что на прошлой неделе правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется со следующего года. Владимир Путин потребовал от правительства уделить особое внимание организации летнего отдыха детей. С этим он обратился к членам правительства. Президент также поручил проработать в регионах вопрос о мерах по повышению противопожарной безопасности летнего отдыха. Отметим, что только в Якутске, по информации Управления образования столицы, во время летних каникул в 76 детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть более 8 тысяч школьников города и республики. В Ленском районе работает проект под названием «Трудоустройство несовершеннолетних в летний период». Программа охватывает более 100 подростков, находящихся на различных видах учета. Цель этого проекта – занять детей во время летних каникул и дать возможность заработать деньги. Передает наш корреспондент из Ленска Денис Семенов. Данил Смольников – ученик 8 класса школы номер 1. Вместо того, чтобы отдыхать во время каникул, он записался в трудовую бригаду в свою школу. Подросток занят посадкой цветов, их поливом и обустройством клумб. Сейчас ребята занимаются созданием школьного парка. В общей сложности мы разгрузили около 6 машин с песком,
перегноем и опилками. Самое нужное, что здесь есть, это вырубить деревья, но мы этим не занимаемся. Мы выкорчевываем пни, которые остались от этих деревьев, чтобы посадить здесь яблони. В бригаде вместе с Данилом трудятся еще 14 школьников. Рабочий день начинается в 9 утра и составляет 4 часа с перерывом каждый час. Заработанные деньги, а это около 16 тысяч рублей за один сезон, Данил уже решил, на что потратить. Да, изначально я собирался ее потратить себе на одежду. Я хотел бы ее потратить. Но я также хочу трудиться во втором сезоне. А зарплату с первого сезона я хочу потратить себе на велик, чтобы кататься, потому что у меня свой сломался. На программу трудоустройства несовершеннолетних в летний период Ленский район выделил из своего бюджета 9 миллионов рублей. Из них 7 миллионов пойдут на зарплату детям и их воспитателям. Была инициатива от главы, что давайте еще, если можно набрать еще большее количество детей, то давайте мы тоже организуем. И таким образом мы набрали еще 30 детей в Витиме, Пеледу и вечерней школе, те, которые состоят на различных видах учета, которых можно хватить. И таким образом было выделено дополнительно еще 591 тысяча на трудоустройство этих детей. Итого в Ленском районе у 130 детей есть возможность заработать во время летних каникул. Программа уже очень хорошо себя показала и будет продолжена в следующем году. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. Удвоить свой штат за счет привлечения местных специалистов и кадров из других российских регионов к концу 2021 года. Такими планами поделилась компания «Колмар». Новые работники нужны для обеспечения работы 6-миллионной обогатительной фабрики полного цикла «Денисовская» в Нерюнгринском районе, а также обеспечение кадрами планирующейся к открытию новой фабрики и шахты. Это значит, что штат компании практически удвоится. В Якутском коммунально-строительном техникуме проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программе среднего профобразования. Речь сегодня об экзамене в компетенции сантехника и отопление. Эта сфера входит в 50 наиболее востребованных на рынке труда перспективных профессий. Какие испытания должны пройти выпускники? Репортаж Александра Зубехина. Итоговая аттестация по стандартам WorldSkills имеет особенности. В ходе экзамена происходит моделирование реальных производственных условий. Выполнение задания проходит независимую экспертную оценку, в том числе представителями предприятий. Уровень знаний определяется в соответствии с международными требованиями. Выдержан полностью инфраструктурный лист, полностью все материалы, все оборудование, все расходники. Имеются у нас рабочие места, которые ограждены линией красной. Это рабочая зона, куда она говорит о том, что не могут ни участник туда перейти, ни кто-нибудь из посторонних. Здесь установлено видеонаблюдение, которое идет через онлайн, чтобы видели все. 16 ребят в течение 3 дней примут участие в 5 модулях задания. Им предстоит разработать эскиз полотенцесушителя, сделать водоотвод, произвести монтаж системы отопления и установку сантехприборов. Я участвую в демоэкзамене для того, чтобы в дальнейшем стать специалистом. Сложность экзамена в том, что у нас много экспертов, много видеокамер. Выпускники, прошедшие испытания, подтвердят свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов, без дополнительных испытаний, в том числе по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями, работодателями. Могут получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из техникума. Ребята уже получат специальность, получат диплом, и уже в дальнейшем на любую работу, которую их примут, они будут, можно сказать, квалифицированными специалистами. Потому что работать по меди, по металлопласту сейчас это мало кто работает, но это в дальнейшем, конечно, в будущем будет все развиваться. Выпускники помимо диплома о среднем профессиональном образовании получат паспорт компетенций. Они вносятся в базу данных молодых профессионалов. Доступ к ней предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, которые признали формат такого экзамена для поиска персонала. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Национальный праздник встречи лета. Якутяне повсеместно начали отмечать ИСЭХ. Сюжеты из районов.
Ну а в Алдане встретили восход солнца. Там жители отметили Венкийский Новый год. Детали традиционного обряда. Женщины долины Туймада 2018 в столице организовали фестиваль Женсовета. Собрались более 300 участниц. Это Якутия-24, прямой эфир. Итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Республика сегодня отмечает национальный праздник встречи лета – Исэх. По традиции, в этот день якутяне ходят в гости, выезжают на природу, встречаются с родственниками, друзьями. Конечно, не обходится без угощений, спортивных состязаний, танца, осоха и обряда очищения. Отметим, что сегодня, 21 июня, официально объявлен нерабочим праздничным днем. Всех жителей и гостей Якутии с национальным праздником поздравил руководитель Якутии Айсен Николаев. Он выразил уверенность, что, объединившись, народы республики справятся со всеми задачами и сделают все возможное для процветания и развития республики. Цитата. «Как в прежние времена все люди объединялись на Исэхе, так и теперь для всех якутян это праздник, повод почувствовать себя единым многонациональным народом республики и через эту синергию ощутить себя частью нашей великой страны России», сказал Айсен Николаев. Исэх проходит повсеместно во всех улусах Якутии. Национальный праздник ярко отметили и в Мирнинском районе. События традиционно украсили конкурс красоты, спортивные состязания, выставки народных мастеров и многое другое. Репортаж Марианны Кутуковой из Алмазного края. Самая красивая гостья Исэха, с ней без остановки хотят фотографироваться. Богато украшенная якутская национальная одежда девушки вызывает восторг. Свой костюм Марианна создавала полгода по эскизам 17 века. И все это под чутким руководством наставников Айхайского клуба национального шитья. В якутском костюме узор очень имеет сакральный смысл. Лировидный узор – это символ женщины. Цвет очень имеет смысл глубокий. Цвет земли – это коричневый, цвет молочный, цвет плодородия, святости. Соболиный мех – это самый роскошный мех в Якутии. Вот. Сколько весит ваш костюм? Ой, он где-то около 20 точно весит. Исэх – это соприкосновение с культурой не только с якутской, но и малочисленных народов Якутии. Председатель Эвено-Венкийской общины уверена, национальный праздник Исэх для мирнинцев прежде всего это праздник дружбы народов. У нас вот много общин. И люди разной национальности, и грузины, и осетины, киргизы, казахи, татары, башкиры. И мы все здесь сплачиваемся. Это для нас общий праздник, не только там это. Именно общий национальный такой праздник, где присутствует дружба между людьми, да, между национальностями. Это, во-первых, мы как бы этим еще и поддерживаем молодежь, чтобы они как бы уважали другие нации, другие обычаи, ритуалы, традиции. Не просто дружба и уважение, но и любовь. Кристина Рожина вышла замуж за якутского парня и благодаря его семье полюбила национальное шитье. Сегодня на традиционной аллее мастеров, где собрались народные мастера со всех уголков Якутии, девушка представила свои первые изделия – сумки с якутской вышивкой. Вижу сумочки на современный лад, такие поясные. Да, это вот новый тренд. Сейчас очень модно поясные сумочки. Их можно совсем сочетать, удобно носить, руки свободные постоянно. Поэтому вот решила начать именно с таких сумочек. Потом будут еще. Масс-рестлинг, борьба хапсагай и многоборье. Состязания сильнейших и ловких – самая зрелищная часть праздника. Для самих спортсменов Исэх – это возможность максимально показать результаты долгих тренировок. Национальные виды начал заниматься относительно недавно. Очень нравится, конечно. Именно вот силовой экстрим, такие специфические упражнения, к которым нужно готовиться именно по этим упражнениям. То есть там штанга, это все не помогает, то есть надо готовиться по-специфически. Кумыс выпит, а сохой проведен. Мирнинцы уверены, благословение алгыс из уст добрых друзей артистов Нюрбинского передвижного театра обязательно принесет счастье и благополучие. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.
Ну а до долгожданного Исыха Туймады 2018 в Якутске остаются пара дней. Сегодня в местности Юсхатын идут подготовительные работы, уборка территории, обновление, покраска и строительство тюсюльге. Также идет генеральная репетиция торжественного открытия и церемонии Алгыса. В прошлом году, напомню, Исых посетили 180 тысяч человек. Организаторы в этом году ожидают больше людей – 200 тысяч посетителей. Внимание будет уделено качественной сотовой связи. Для этого в Юсхатын выехали специалисты вести работы по усилению каналов связи и установить базовые станции. Уже 8-й год оператор связи «Мегафон» является телекоммуникационным партнером Исыха Туймады и разворачивает свою мобильную сеть локальную в местности Юсхатын. Мы предоставляем абонентам телеком-услуги в стандартах 2, 3, 4G. И в этом году, как и в предыдущие годы, гости Исыха могут поддерживать с близкими связь, обмениваться хорошим настроением, делиться видео или фото контентом со своими родными. Ну а в Алдане ярко и радостно встретили восход солнца. Там жители отметили Эвенкийский Новый год. Торжественный обряд прошел в местности Савяки, где, к слову, скоро состоится Исых Аланхо. Ну а накануне в 3 часа утра, когда первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, люди вознесли свои молитвы и искренние пожелания. К церемонии приобщилась и наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина. Пусть стадо оленей будет тучным в каждом доме, царствует мир, а семьи полнятся сильными мальчиками и красивыми девочками. Молитвы богам жители Алдана и села Хатыстыр вознесли в ночь на 21 июня. На площадке с гигантскими камнями в местности Савыки, где будет проходить праздник Исыах, люди встретили восход солнца. Ну что, дождь перед обрядом, перед всякими этими мероприятиями, если дождь идет, то говорят, это хорошим идет дождь. Прежде чем встречать и приветствовать светило, жители Среднего мира прошли обряд очищения, вознесли дары огню и земле и поклонились духам, прося защиты и покровительства. Каждый человек себе желание загадывает, ленточку загадывает, чтобы все хорошо было, всем хорошо жило, всем счастья. Против часовой стрелки навстречу новому солнцу между двух костров закружился хоровод. Согласно поверью, каждому жителю Среднего мира необходимо пройти хотя бы один круг. В пламени сгорают все болезни, печали и невзгоды, освобождая пространство для новых радостей и успехов. Странное такое чувство и радости, и какого-то сосредоточенности. Хоровод остановился, и до того, как первые лучи коснулись верхушек деревьев, землю обнимала тишина. В помыслах люди обратились к богам с мольбами, просьбами и чаяниями. Настроение замечательное. По эвенкийскому обычаю дождь – это хорошая примета, хороший признак того, что праздник пройдет замечательно. В мгновение, когда первые лучи солнца озарили землю, люди воздели ладони к небу, принимая в себя благодатную энергию, неспосланную свыше. Ворота наступившего года распахнулись, и на земле настало время веселья. Сегодня мы встречаем солнце по-эвенкийски, и мы ощущали такую природную силу и энергию, и надеемся, что у нас в будущем все будет хорошо. В Алдане торжественный обряд встречи солнца был проведен впервые. Жители убеждены, столь яркая и радостная встреча лета станет доброй традицией. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Уникальная выставка, посвященная мамонтовой фауне с говорящим названием «Куда ушли мамонты», развернется в историческом парке «Россия. Моя история» в столице. Отделение Русского географического общества совместно с Академией наук Республики выиграли грант президента России на организацию палеонтологической выставки. Ее откроют 28 июня. Будут представлены скелет мамонта, мумии львят, носорожек, костные останки, жилища древнего человека и многое другое. Данная экспозиция – часть нового проекта под названием «Центр развития мамонта». Практически 90% именно возможностей научных, которые есть в России, именно в области изучения
палеонтологического периода в области изучения мамонта, они находятся на территории Республики Саха-Якутия. Для этого у нас сложена соответствующая научная база, соответствующая организационная и материальная база в том числе. Поэтому сегодня мы посмотрели ту экспозицию, которая будет представлена нашим японским коллегам, сенаторам, которые здесь будут присутствовать в дни Эсэха и проводить координационное совещание. В Якутске организовали фестиваль «Женщин долины Туймада-2018». Собрались более 300 участниц. С активными женщинами республики беседовала наш корреспондент Кристина Якупова. Татьяна – многодетная мама. В составе женсовета Центрального округа Якутска состоит 4 года. Активистка с самого детства и во взрослой жизни нашла себя в работе председателя женского совета. Подать руку помощи семьям в трудную минуту – вот основная задача ее работы. Мы помогаем многодетным семьям, помогаем ветеранам, инвалидам. У нас общественная организация, то есть мы никак не финансируемся, поэтому мы помогаем только именно своей какой-то помощью, и, может быть, даже консультативной. Помощь наша в основном в организации каких-то таких конкурсов и выявления талантливых детей. Акции, проекты, торжественные встречи. Более 2000 мероприятий в год организовывают активные участницы женсоветов якутских округов. Мы всегда очень активно живем в общественной жизни города. И сегодня мы хотели устроить им такой праздник души, чтобы они могли показать свой творческий потенциал, все свои возможности, как, наверное, и есть истинная женщина, которая может объединять и творчество, и семью, и работу. Фестиваль является традиционным праздником женсовета. Он ориентирован в первую очередь на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Женщины, объединившись, обмениваются опытом, способствуют развитию гражданской активности общества. Дух соперничества среди женщин присутствовал весь день. Фестиваль включал в себя конкурсную программу, веселые старты, конкурсы кулинарных блюд и не только. 6 конкурсных этапов. Один из них – музыкально-творческий конкурс «Битва хоров. Города и люди», где команды представляют по одному песенному номеру. Оцениваются вокальные данные, артистизм и зрелищность музыкального номера. Оценить таланты участниц фестиваля смог гость из Москвы Владимир Вайнер. Он является одним из федеральных экспертов в области некоммерческих объединений. Это здорово, и то, что я уже увидел, это все реже встречается в городах России. Когда есть вот такое вот объединение людей, когда есть вот советы, которые общественные, женские советы, которые объединяют людей и создают вот такой вот и соревновательный дух, и в то же время дух дружбы, любви и такого взаимодобрососедства, наверное, городского. Вот это очень здорово. По итогам всего конкурсного дня были выявлены самые активные участницы – женсовет строительного округа. Победителям достался сертификат на сумму 50 000 рублей. Также все участники мероприятия получили номинации и памятные призы. Кристина Якупова, Марферина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. До встречи!